На этой неделе в республике отметили 162 года со дня рождения основоположника осетинской литературы Костахи Тагурова. Памятные мероприятия прошли в Доме-музее Костахи Тагурова во Владикавказе и в районах Северной Осетии. В этот же день в Доме правительства наградили лауреатов премии имени Костахи Тагурова. Подробности в материале моей коллеги Сабины Гатаговой. По традиции мероприятия начались в пантеоне Осетинской церкви. Участие в них принял глава республики Сергей Миняйло. Почтить память Костахи Тагурова пришли представители министерств и ведомств, общественных организаций, научной и творческой интеллигенции и школьники. В пантеоне Осетинской церкви, как и каждый год, вновь прозвучали строки бессмертных произведений поэта. А в Дигаре в этот день состоялось торжественное открытие бюста Костахи Тагурова. Память поэта увековечили в парке имени Валерия Гергиева. В мероприятии приняли участие председатель парламента республики Алексей Мачнев, министр образования и науки Элла Алибекова, представители совета старейшин, а также школьники и жители Дигары. Автор скульптуры Ибрагим Хаев. По его словам, работа над памятником была для него особенно значимой. Трудился над ним практически полгода. Первая моя работа Костахи Тагурова была установлена в городе Плиска, в Болгарии, в музее кириллицы. Мне предложили поработать над этим бюстом директор музея Карен Алексанян, и с удовольствием принял участие. И вот сегодня одна из моих работ Костахи Тагурова установлена в Дигаре. И это очень приятно, что у нас стараются увековечить великого человека в каждом населенном пункте. И вот сегодня один из этих пунктов – Дигара. Еще один бюст Костахи Тагурова, который выполнил Ибрагим Хаев, подарили школе-интернату Владикавказа. Руководство образовательного учреждения вместе с учащимися подготовили концертную программу. Прозвучали стихи любимого поэта на разных языках – французском, английском, грузинском и осетинском. А региональное отделение партии «Единая Россия» передали 3 школам Владикавказа картины Костахи Тагурова. В образовательных учреждениях организовали концерты, конкурсы, приуроченные к памятной дате, выставки картин и настоящее театрализованное представление. Весенние цветы. Я стар, ты молода. А во Владикавказском мемориальном доме музея Костахи Тагурова представили произведение «Щизаргаш». На импровизированной сцене школьники и воспитанники детских садов города. Постановка порадовала ценителей творчества выдающегося поэта. По мнению организаторов, именно дети – самые важные участники праздника. Это еще раз подтверждает, безграничная любовь к наследию Коста передается из поколения в поколение. Мы не только сами любим, но прямо с детства прививаем любовь в работе, чтобы дети знали. И сегодня мы попали опять на мероприятие, которое в музей Коста Ливановича Хитагурова, чтобы дети познакомились, чтобы дети прониклись, чтобы дети знали, что есть такой великий Коста. О чем думает Коста? На этот вопрос попытались ответить участники акции в Согу. У памятника поэта перед главным входом в университет каждый мог рассказать в прозе, стихотворной форме или изобразить на холсте размышления поэта. Моя работа основывается больше на благодарности современников. Я старалась передать соединение старого и нового, Коста Ливановича за работой и в окружении современных скульптур. Каждый день наши студенты входят в университет, и уже, наверное, многие не замечают, что проходят мимо бюста Коста Ливановича Хитагурова. Поэтому мы сегодня обращаем внимание на Коста Ливановича и проводим акцию «О чем думает Коста», потому что бюст об этом говорит. Он там очень задумчивый. Соответственно, у нас расположены анимационные площадки, художники на эту тему пишут, филологи и актеры рассказывают стихотворения. Многие написали эссе и делятся смыслом, так скажем, данной акции. В этот день стали известны имена лауреатов премии имени Костахи Тагурова. Награды им вручил глава республики Сергей Миняйло. Обладателями премии стали поэт и журналист Батрас Касаев за поэтический сборник на осетинском языке и авторский коллектив Али Караев, Тимур Сикоев и Бираб Халиев за постановку «Праздник в горах», в которой принял участие конный театр Нарты. Сергей Миняйло вручил специальную премию имени Костахи Тагурова Ирине Бибоевой и Жанне Козыревой за большой вклад в культуру республики. Сабина Гатагова,
Вахет Акплиев специально для программы «В итоге».